28 августа в зале заседания администрации района в ограниченном формате прошла ежегодная районная конференция работников образования. Были подведены итоги работы системы образования в 2019-2020 учебном году и определены задачи на новый учебный год. Об итогах и перспективах развития районной системы образования выступил глава администрации муниципального района Ильдар Мустафин. За прошедший 2019 год мы сейчас отчитываемся за целый год на капитальный ремонт школ, дошкольных учреждений, приобретение учебного оборудования, технических средств и инвентаря. Была затрачена сумма более 41 миллиона рублей. Так, открыт современный детский сад «Подсолнух» на 50 мест в селе Карабашево, построенный в рамках федеральной программы «Комплексная компактная застройка сельских территорий». Завершается строительство в рамках национального проекта в селе Рсаево также на 50 мест по национальному проекту «Демография». Ведется строительство новых современных спальных корпусов и спортивных сооружений в детском оздоровительном лагере «Орленок». Кроме того, мы будем продолжать интенсивно оснащать образовательные учреждения самым современным учебно-лабораторным оборудованием. В рамках регионального проекта содействия занятости женщин, создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, на текущий год выделена субсидия на сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей. В рамках него сегодня идет капитальный ремонт детского сада в селе Верхний Черекурево. Хотел бы остановиться по программе поддержки местных инициатив. Идет совместная, плотная, напряженная работа. Идет сегодня завершение работ по ремонту, утеплению фасада средней школы села Кузево. Капитальный ремонт дошкольной группы в селе Андреевка практически завершена. Капитальный ремонт средней школы Итеева, средней школы Кужбахты, Старокоптова, основной школы села Юннова. И также в рамках данной программы были проведены работы по замене окон средней школы, основной школе села Иштерякова. Нижний Черекполево. Приобретено спортивные и игровые комплексы для средних школ Исаметова и Ирсаева. Итого на общую сумму более 13 миллионов рублей. Обширный анализ работы образовательной системы района провела начальник управления образования Гульнара Кашапова. В прошедшем учебном году подведомственную систему образования представляли 23 образовательных учреждения и 8 дошкольных образовательных организаций, 3 учреждения дополнительного образования. Обучалось 3614 учеников. В новом учебном году ожидаем 3650 школьников, из них 413 первоклассников, 1455 воспитанников детских садов. В непростых условиях завершался прошлый учебный год. В условиях режима самоизоляции все школы района перешли на дистанционное обучение. Но, по словам Гульнары Фаруховны, благодаря профессионализму и дисциплине работников образования сложный период был пройден с достойными результатами. Ярким показателем этого служат итоги ЕГЭ. В прошлом году высокобальников было 40 выпускников. В этом году 68 выпускников набрали 81 и более баллов по обязательным и выбранным предметам. 22 из них заработали от 90 до 98 баллов. И одна выпускница по информатике КТ набрала 100 баллов. Наибольшее число из них 30 это по русскому языку, 8 по химии, 7 по предметам профильная математика и обществознание. К сожалению, нет высокобальников работ у нас по географии и литературе. Вместе с тем мы повысили прошлогодние результаты по профильной математике, информатике, физике, биологии, обществознанию, истории, географии. Это является показателем системной и ответственной работы по подготовке к единому государственному экзамену на всех уровнях. Как выразилась начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан Татьяна Муксимова, прошедший учебный год был ознаменован активным участием образовательных организаций республики в мероприятиях по реализации национального проекта образования. И по линии Министерства образования республики сегодня реализуется 6 региональных проектов, главным образом нацеленных на современное оснащение школ и повышение качества образования. В текущем году создаются 42 точки роста в школах сельской местности в 30 муниципалитетах. В Илишевском районе это СОЖ номер 4 села Верхнее Киево и СОЖ села Высотомахово.
Благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретается спортивное оборудование и инвентарь в 48 школах из 47 сельских районов республики. В Илишевском районе произведен ремонт спортивного зала филиала средней общеобразовательной школы села Карабашево, основной образовательной школы в деревне Иштиря. В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 101 школа республики получит оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, что позволит расширить доступ учащихся к качественному программам обучения абсолютно во всем районе. В Илишевском районе оборудование получено СОЖ имени Талгата Рахманова и села Верхневерхиево. У нас в Башкортостане почти 225 тысяч детей учатся в начальных классах. С 1 сентября всех их начинаем кормить бесплатными горячими обедами. На эти цели правительством России выделено 778 миллионов рублей. К этой сумме мы добавляем из нашего бюджета еще 106 миллионов рублей. Сохраняем бесплатное питание и для детей из многодетных полноимущих семей. Дважды в день будем кормить за счет государства детей с ограниченными возможностями здоровья. В Илишевском районе это 156 детей с ОГЗ и инвалидностью. Кроме того, все учащиеся начальных классов получат бесплатные завтраки, 838 детей из многодетных полноимущих семей. Необходимо держать организацию и качество школьного питания на жестком контроле. С 1 сентября все классные руководители в соответствии с поручением президента страны начнут получать дополнительную выплату в размере 5000 рублей. На эти цели из федерального бюджета республики выделено около 800 миллионов рублей. Также в ходе конференции особое место заняли выступления руководителей передовых образовательных учреждений района, которые поделились своим опытом работы с коллегами. За значительный вклад в развитие системы образования начальник информационно-методического отдела управления образования Мингазова Земфира Саниевна была награждена почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан. Также в ходе конференции были награждены образовательные учреждения, вошедшие в топ-5 по рейтинговым показателям, и были подведены итоги районного конкурса «Лучшее образовательное учреждение года». Почетной грамотой администрация муниципального района Илишевский район и денежной премией в размере 5000 рублей награждается дошкольное образовательное учреждение, детский сад номер 2 села Верхневерхиево, занявший среди дошкольных образовательных организаций второе место по итогам районного конкурса «Лучшая образовательная организация года». Района и денежной премии в размере 10 000 рублей награждается дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 1 села Верхневерхиево», занявшее первое место по итогам районного конкурса «Лучшая образовательная организация года». Почетные грамоты администрации района и денежной премии в размере 20 000 рублей, а также переходящим кубком победителя награждается абсолютный победитель районного конкурса «Лучшая образовательная организация года» среди дошкольных образовательных учреждений детский сад села Нижнечерекулево, заведующий Латыпова Гульнара Разиева. Действительно, бүтін жерде тартипті. Удивительный детский сад. Онда қунақта әрбаға тап барып тұла, қошан етсең да, министр ма, вице-премьер ма, оның кешірі оңған, суған оңған бұла әрбақат өтерлерінде. И идеальный шестата бар бүтін жерінде. Шоңа садиктан ғана түгіл, емалығында ғана. Итекшіден де бик көп, өнер бик көп, ие бик көп іш тұрады. Шоңа рахмет. Администрация района и денежной премии в размере 10 000 рублей награждается средняя общеобразовательная школа села Арсаева, занявшая третье место в районном конкурсе «Лучшая образовательная организация года». Почетной грамотной и денежной премии в размере 10 000 рублей награждается средняя
средняя общеобразовательная школа села Кадырова, занявшая также 3-е место в районном конкурсе «Лучшая образовательная организация года». Района и денежная премия в размере 15 тысяч рублей награждается средняя общеобразовательная школа села Ишкарова, занявшая 2-е место в районном конкурсе «Лучшая образовательная организация года». Премия в размере 20 тысяч рублей награждается средняя общеобразовательная школа села Базитамак, занявшая 1-е место в районном конкурсе «Лучшая образовательная организация года». Почетная грамота администрации района, денежная премия в размере 30 тысяч рублей и переходящим к победителя награждается абсолютный победитель районного конкурса «Лучшая образовательная организация года» средняя общеобразовательная школа имени Талгата Рахманова села Верхнеиркеево. Новый учебный год начался в очном режиме с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В День знаний все образовательные учреждения открыли двери перед своими учениками. Хочется пожелать всем педагогам и их ученикам больших успехов и крепкого здоровья. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».